Накануне, выступая на общереспубликанском совещании, Джанг Кадам, президент Садыр Джапаров, сделал заявление относительно пенсионного обеспечения страны. По его словам, особенно возмущает тот факт, когда наши граждане, достигнув преклонного возраста, сталкиваются с бедностью и вынуждены считать каждую копейку и экономить на всем. Жарандарыбыз жаш улгайып, кутман куракка келген кезде жакырчылыкка туш болуп, ар бир тыйынды санап, баарын үнөмдөөгө аргасыз болгондо өзгөчө кыжырданган абалга кептелишет. То, что в пенсионном возрасте люди не имеют средств на достойную жизнь, можно назвать вопиющей несправедливостью. И именно поэтому, когда в 2021 году вносились поправки в Конституцию, мы включили положение о том, что пенсии и пособия не должны быть ниже прожиточного минимума. Мы будем усердно работать над тем, чтобы как можно скорее поднять наши выплаты и пособия по социальному обеспечению. Я попросил ускорить этот срок. Ушул жылдын 1 октябрынан тартып, социалдык фонд тарабынан дайылдалган бардык пенсиялар 6800 сомдон кем эмес өлчөмдө болоорун сиздерге чоң кубаныч менен жарыя кылып кетейин. А вот уже с 1 октября текущего года все пенсии, назначаемые социальным фондом, будут составлять не менее 6800 сомов. Об этом сообщил председатель социального фонда Бактияр Алиев. По его словам, в настоящее время в стране есть пенсионеры, которые получают от 1500 до 2000 сомов. Камсыздандыруу бөлүгүн пенсияны 18%-га көтөрөбүз. С 1 июля этого года мы выравниваем базовую часть пенсии. Она составит 3170 сомов. К этой сумме будет прибавлена и страховая часть пенсии. Итого с 1 июля размер пенсии не будет ниже 3500 сомов. А с 1 октября 2024 года в стране не будет пенсии ниже прожиточного минимума, то есть 6800 сомов. По данным ведомства, с 1 октября страховая часть пенсии увеличится на 18%. Размер соцвыплат будет повышен не ниже, чем на 1000 сомов и больше. Давайте на примере разберем, по какому алгоритму будут повышать пенсию. Формула такая. К примеру, возьмем пенсию с суммой 13 170 сомов. Отсюда мы отнимаем базовую часть, это 3170 сомов. А на оставшуюся страховую часть, которая составила 10 тысяч сомов, накручиваем 18%. Это будет 1800 сомов. Получается, надбавка составила 1800 сомов к страховой части, а итоговая пенсия получается 14 970 сомов. 6800-га чыгарабыз деп атат, мунусу жакшы, бул кийинкилер үчүн. 18%-га көтөрөт дейт, жакшы эле болмок, азыр баардык кымбатчылык болот ба? 6800 сом болот деп атат, ошо жерде анан бул эми жакшы, мамлекеттен ошо элге болуп аткан пенсионный возрастта адамдарга болуп аткан жакшы эле жардамы болот. Как рассказали в соцфонде, к октябрю 2024 года количество пенсионеров по стране составит 787 тысяч человек. Для того, чтобы приравнять размер пенсии к прожиточному минимуму, дополнительно понадобилось 60 миллиардов сомов. Стоит отметить, что соцфонд планирует каждый год проводить индексацию пенсий к прожиточному минимуму. Малик Аюпов, Мирлан Джанбеков, ЛТР, Бишкек.